Хазби Давидович Гаглоев родился в 1924 году в селе Чогреб. Учился в осетинской школе, активно занимался спортом. В 1939 году поступил в Цхинвальский аэроклуб и обучился там летному делу. В 1941 году он с отличием окончил школу номер 2. Когда в июне началась Великая Отечественная война, Гаглоев вместе со своими одноклассниками просился добровольцем на фронт, но поскольку они не достигли призывного возраста, им было отказано. Тогда он стал работать учителем в Тыделецкой средней школе, оттуда и ушел в 1942 году добровольцем на фронт. Воевал на Юго-Западном фронте, был командиром взвода. В 1943 году, после тяжелого ранения и инвалидности, был демобилизован. Признанием его заслуг в борьбе с немецким фашизмом стали награды. Орден Отечественной войны первой степени. Медаль за отвагу. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Юбилейные медали. Хазби Давидович Гаглоев окончил Юго-Осетинский государственный педагогический институт, затем Всесоюзный юридический институт. Также учился на высших курсах усовершенствования квалификации юристов. По возвращении на родину работал с 1954 года на ответственных должностях в суде, прокуратуре. С 1960 года был прокурором Сталинирского и Цхинвальского районов. С 1963 года заместителем прокурора Юго-Осетинской автономной области. Возглавлял отдел юстиции облисполкома. С 1987 года был юрисконсультом строительного треста номер 11. Хазби Давидович Гаглоев снискал уважение среди соотечественников не только как профессионал высокой квалификации, но и как человек высоких моральных качеств. Это был исключительно скромный, доброжелательный человек. И самое главное, он беззаветно любил родину и свой народ, и доказал это своими делами в сложной обстановке 1989-90-х годов. В тот период не совсем было ясно, как сложится обстановка, куда подует ветер. Когда листаешь местные газеты того периода, начиная с середины 1990 года, мелькают сообщения о событиях освободительного движения, материалы 14-15 сессии Верховного Совета, материалы по выборам в Верховный Совет и так далее. Но те же газеты на полный разворот пестрят материалами из Грузии, выступлениями фашиста Гамсахурдия и другие. Все четко осознавали, началась борьба, которая уже не прекратится ни при каких условиях. В такой обстановке патриотически настроенные государственные и общественные деятели, среди которых был Хазби Давидович Гаглоев, продумывают и утверждают атрибуты нашей государственности. 20 сентября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики, которая стала основой для первой Конституции Южной Осетии. Тогда же был определен состав комиссии по разработке Конституции, в которую вошел Хазби Давидович. И уже на следующей, 15-й сессии Совета народных депутатов Юго-Осетинской Советской Демократической Республики от 16 октября 1990 года он отчитался о проделанной комиссией работе и представил вариант первой Конституции Южной Осетии. Не довелось Хазби Давидовичу поработать над следующими текстами нашей Конституции. К сожалению, трагические события начала 1991 года ускорили его уход из жизни. Своими воспоминаниями о Хазби Гаглоеве поделился его сын Роберт Гаглоев. Он Ботрис Давидович, учитель просто Ботрис Басишвили.
Нафет, нагорды Минфаса Датун Шипарамаза. Он закончил вторую гвардейскую школу, отец, с отличием закончил. Там у нас был аэроклуб, это комиссия Московского микрорайона. А он музей аэроклуб. Потом потому что все дедушка Аня, сына Георгий, ну, главный месяц, листем большевик, там рохости фала. А уже момент, если кому исключили из этой группы. И он потом в Краснодаре закончил училище по противотанковой оружию ПТР с Хаштеда, командиром взвода ПТР. Ну, сумбурно говорю, почему об этом сказал, ряды варианты, летчики варианты, как раз Кобловцы, они, Чкалов, где-то было в Санкт-Петербурге или в Москве, я не знаю, они пролетели под мостом, Чкалов пролетел под мостом, Мадурай, они тоже решили пролететь под нашим старым мостом. А Хорздим они пролетели, потому что просто пролет вот этих крыльев самолета, Ан-2, кукурузник, на пролет моста, начал оставаться куда-то между пролетами и крылом самолета где-то до 15 сантиметров. Они бы разбились элементарно. Это не было, это инструктор, это не было. Но в момент, люди, которые вспоминают с таким этим, что он участвовал, был гимнастом, на нашей крышу лестничный пролет Хаджара. Он на руках он поднимался, до доспали еще, но на руках поднимался до площадки. Ну, гимнаст, я вернулся, по-моему, где-то на дом. Если ты сможешь подняться до шестой ступени, потом ten велосипед был ходить. До третьего я мог подниматься по лестерхопке. Ну, это здесь. Ну, когда родился в 24-м, закончил школу, потом закончил институт. Мастемана, это уже хастер оставил, начал работать после института, он помер. Когда они решили прибавить себе года, когда это было совестно, например, 24 дня на вахту. Когда он все равно попали они на фронт, на первый раз его ранила Сувар-Могила, территория Украины, Манайра, и где-то 2 раза он возвращался на фронт, но уже тяжелое ранение он получил в ногу. Даже мама при жизни с осколок клетки отдельно остались, которые хирурги посоветовали не вынимать. Имя там рачное заражение крови. Но я даже каждый момент кухай ношу было. Здесь он полечился, мы с ним фастем воздух дердыги. Но где-то через 2 месяца опять он попал под пулеметный обстрел вариант. Здесь мы попал, мы уже был ранен в плечо. Мы фастем решили, мы уже фастем ноль, комиссовали его. Ну, имел орден Красной Звезды, Отечественной войны первой степени. Если говорить о медалях участия в Великой Отечественной войне. И на этом медаль, это очень интересный момент. Правда, у меня все это не сохранилось, наш дом же сожгли. У него была благодарность от Руденко, прокурора СССР, который меня Нюрнбергский процесс читал. Это я сам в руках держал рамку Гарденодифален, Босфордовский, к сожалению. А что еще сказать? Он начал работать в военкомате. Пришли в Садай, комиссовали его, военкомат, это кусан. А потом, ну, я не знаю, наверное, он сам как-то партийный линией вариант показал, наверное, себя. Но Чияев крадет такой свой кусан. От становления от Квасинского рудоуправления. Вот отца забрали секретарем партбюро, партком. Чияев имя Факуста до 53-54 годов. Ну, махта ракута, урдам, мамоди, махуи, ну, Фатима, она в 58 году, Фалакарина, махада, жестами до войса. Но матери было что-то плохо, там, наверное, из Горина один, мы обратно вернулись. Он там поработал, а потом его уже оттуда забрали на Урганта. Был судьей Цхинвалского района, ну, автосуда варианта, по стеме Нордыги. Когда он уже ушел на пенсию, я уже фастох от Куста, от Асмуя, юрисконсультом. И как раз он там
Ашык так ходит той. Это на него очень сильно подействовало. Я раньше чизон моджи ищи Нязунов, по крайней мере, знаю, что отец был заслуженным юристом. Это с воздуха это не давалось в советское время, кстати, да. Ашык так ходит той. Ну, конечно, он был задействован. Ему было, знали, что он как-никак заслуженный юрист. Я хотел участвовать в тоже это заседание Хандефа. Ему было поручено решить вопрос Конституции. Он собирал всю документацию, средства массовой информации на русском, на астинском, на грузинском. Он чисто читал на грузинском и говорил. Наша Конституция Кашиу, 91 год, он, я утвержденный вариант, он уже не застал, потому что он в апреле скончался, в 91-м в Москве. Так что, коротко, если так сказать, очень много друзей у него было. Меня Кайсоростой. Что об этом никто не говорит. Инициатором строительства здания Верховного суда был мой отец. В Тбилиси он поставил этот вопрос. Выйдя с зоны. Даже то работники суда, это тяжелая работа. Мадам ход сукама едва зона отдыха, там кама улатывает. Маджибена бильярды досал в здании Верховного суда. Это все отец был. С тем они в тесных контактах были с Гатыкоевым. Фактически, я, как сказать, наставником был отец Гатыкоева. Да, Петр Саднович, да. Он же боевой офицер, Гатыкоев был летчиком-истребителем. Я сам его ссадил, он катапультировался, но неудачно. Я ребра, в общем, чудом он спасся. Знаете, он в больнице Маурах Пахалды. Я задаю, такое сердце остановилось, сколько это нет куда. Но так что Жохамед момент, оценивай, Плеев Димитров, величина, действительно такой грузный человек, валяет ценгу уважали. Очень много этих, которые здесь работали, ударили, что там, весомые дамы здесь. Я сейчас очень многих не могу вспомнить, начиная с секретариата, каждый ценгем достал. Даже кстати, очень интересный момент. Дарлакта ставили в пример не из-за моего отца, а из-за того, что такая прокуратура функционирует на территории Южной Осетии. Ставили пример, кстати, обходом. Каразонга Ценгадуска. Связи были, начиная с Тбилиси до Москвы. Я не знаю, как сейчас, наверное, сейчас тоже есть какие-то связи. Вот это взаимоуважение в варианте Ценгада. Дарлакта, Ценгад Кутой, всегда его воспринимал Южный, в принципе, Батону Хазби Чамови, да? Это идея, его Чамови. Так что-то, я, знаете, о нем можно много говорить. Я его, я его сперва уважал, потом любил. А в таком моменте, здесь Каше собирал вокруг себя всю семью. Фонджа, 3 сестры и 2 брата. У него два брошюра по древней истории Дардифа, здесь по юриспруденции, по конституции. Он фактически автор первой конституции. Меня найдет самое главное. Он закончил аспирантуру, не защитил, успел закончить аспирантуру в Тбилиси по этнографии. Судопроизводство, по-кавалецки, по ложетку, не успел. То, что я сказал, были посажены 2 ели. А Маношит Каши, вот слева от меня, это посадил отец, а справа посадил Басишвили. Орахив со стороны, Мадар. У нас встречи бывали с Гатыкоевым тоже. Я это правая рука Гундурическая, вроде так уж я кабинет, вот здесь отсюда, вот с правой стороны на 2-м этаже. Я не знаю, сейчас там кто работает. А отца кабинет там был, на ассистента с левой стороны.